у тебя, когда сегодня спрашивают, ты чем ты занимаешься, ты как вообще говоришь? Такое слово есть. Я барельефист, так звучит. Барельефист, как балерина. Я художник. Просто говорю, что занимаюсь вот картинами под заказ. Я художник. Ты, получается, родилась в Крыму, да? Да. Скажи, пожалуйста, вот ты же сталкивалась с этими разговорами, что наши соотечественники, они в Узбекистане родились, в Киргизии, в Казахстане, Да, конечно. а ты, получается, уже как бы крымская, да? Ты не знаешь этот опыт, Нет. опыт переселенческий, опыт переезда. Ты чувствуешь в себе эту разницу между теми, кто приехал с этим багажом? То есть, все равно те, кто был в местах ссылки, они все равно часть оттуда привезли сюда. А ты, получается, уже изначально крымская. Ты вот эту разницу никогда не чувствовала? Так выраженно, конечно, не чувствовала, потому что мы уже здесь родились. Бойкана мне, Харбаба мне, лафетезик, спрашивали, говорили об этом, как это было. Вот. А так мы уже были здесь только по рассказам старших. Мне почему-то кажется, что у тебя в твоих работах Крым, он прям очень старый, там 300 лет назад, там 400 лет назад, то есть такой ханский Крым. Почему? Мне хочется, чтобы это сохранилось, передалось, чтобы не забывали люди, чтобы они сами, смотря на работы, передать свою любовь к Крыму. Он меня вдохновляет, мне нравится, что я здесь живу, я на своей земле. И чтобы человек, смотря на работы, через работу я передаю вот свою любовь. И хотелось бы, чтобы люди окунулись в тот быт, как будто прогуливаясь по тем улочкам. Харбабашки, биташки, хартанашки, они, мне кажется, не застали уже этот Крым. Как ты думаешь? Нет, мы не потеряли. Просто нас мало, и мы должны всеми способами говорить о себе, заявлять. Та же вышивка, гончарное дело, орнаменты. Чтобы были люди, которые будут свои знания, свои умения передавать и говорить о нашей культуре, о крымских татарах, чтобы не забывали, чтобы не теряли. Чтобы сегодня начал появляться этот Крым, который у тебя изображен на гравюрах, что нужно делать? И нужно ли что-то делать вообще? Конечно, нужно. Нужно, чтобы каждый человек начинал с себя. Пусть, допустим, даже со своего дома, со своих детей, говорить со своими детьми об этом, рассказывать, показывать, ходить на экскурсии, узнавать, если не знаешь историю, либо хочешь ее более подробно узнать, ходить на экскурсии. Есть люди, Алагашкур, кстати, даже очень молодые, которые проводят такие экскурсии, делятся, рассказывают, показывают. Ты пополняешься знаниями и, допустим, дом, строишь дом, пусть не весь дом будет в этом стиле, в этом направлении, да, крымско-татарскую архитектуру, хотя бы одну комнату в доме сделать в национальном стиле, сам дом, фасад. Каждый, если будет по чуть-чуть начинать себя вкладывать, тогда мы будем продолжать развиваться будем, чтобы не забывать. И өзүнден башлап Хрым-татарджи, балларнян, лафетмеге, турушмага лафетмеге. В основном обращаются бізім халқымыз, наши крымские татары. И не было такого, что было что-то не так. Какой сюжет, какие пожелания твоих заказчиков? Часть этой идеи восстановить разрушенный дом родителей, бабушек, дедушек, родные места, где они родились, изобразить в подарок там родным, чтобы не забывали. Получается, люди, которые потеряли свой дом, да, Да. они хотят его сохранить хотя бы так. Да, они хотят сохранить таким, который он был раньше, когда еще родители были живы, бабушки, дедушки. Обращаются в этом плане. В основном так, родные места,
наши крымские мотивы, наша архитектура вот, обращается. А для тебя важна вообще достоверность, то есть, ну, точность в твоих барельефах? Если, смотря какая задача стоит, мы можем конкретно над одним домом поработать, сделать его точную копию, как на фотографии, вот, и дополнить улицу уже разными другими домами, которых там не было. Я просто вот бываю гуляю и для себя интересные места сразу фотографирую, складываю их в одну как бы папочку и всегда, ну, использую. Собираю там, но максимально крупно там, как там выглядело окошечко, как выглядело, как крыша, все вот орнамент, да, где-то вот вырезано что-то. Все для себя зафиксировала и потом это использую в работах. Мы должны сохранить и приумножить, то есть создавая все новое, строить дома, строить мечети. Много мечетей было разрушено, вот, чтобы мы не только восстанавливали, но и создавали новое. Я не представляю свой дом где-то за границей. Вот. Можно развиваться, вот. Можно расти, путешествовать, но находиться нужно дома. А мой дом — это Крым. У нас есть сформированное мнение, что плохого, ну, есть у нашего народа. Но мы как бы честно, да, про это пытаемся говорить. А на твой взгляд, что хорошего есть в нашем народе? Вот какое его главное свойство, которое его выделяет на фоне остальных народов? Наш народ, он чистый. Вот. И даже когда там где-то он придумал там, как сказать, сам по себе очень гостеприимный, да, вот, даже между соседями, вот даже у моих родителей между соседями калитка, и в любой момент как бы может прийти гость, посидеть, выпить кофе. Кофе много раз в день пьем, вот. Просто наш народ очень гостеприимный и трудолюбивый. Вот. Особенно когда я работаю, мы очень часто вот чашечка кофе, и потом начинается работа. Мы вообще очень часто собираемся вместе. Вот. А так в Озимбаш. В Озимбаш мы ездим летом, вот, в августе. Все собираемся,
родственники, знакомые, близкие. И встречаемся в определенное время, в определенный день в одном и том же месте. И мы идем вдоль речки до самого конца. Вот цель — дойти до конца и вернуться обратно. Послушать истории стариков, поговорить с близкими, отдохнуть душой, наполниться. Есть такая традиция ежегодная. А кто инициатор этой традиции? Родители, бабушки, дедушки. А как обстоят дела у тебя с языком? Знаешь ты язык? Конечно, знаю. Ифахлыктан харбабам, бойканам, анам бабам бизнен лафетередлер тек татаржы. Мектепке барып, садикке барып, evге келесіз, Кырым татаржы лаф етіңіз. Onun үшін ақылымда қалды лаф етеміз. Ама бізден айып, шинде балаларымыз мектепке барып келе, русча лаф етелер, evге келелер. Бізді русча олармен лаф етеміз. Керек біздің тілімізде лаф етмеге evде. Сон ақылында қала балалар. Ифақлықтан лаф етелер. Сон ақылында қала. Оле ұнытып кете. А как ты считаешь, как вообще можно выучить его? То есть вот этими только разговаривать, да, достаточно этого? Да. Вот именно если в семье разговаривать на родном языке, этого достаточно. Потому что в школах таких, если просто ходить в школу, там, как сейчас, да, 2 раза в неделю крымско-татарский язык, то, конечно, ты так не выучишь. Нужно дома обязательно разговаривать на родном языке. Как ты считаешь, какая самая отрицательная черта нашего народа? Что у нас сейчас самого плохого? То, что мы теряем свой язык. Вот считаю, что вот это. То, что нужно говорить на своем языке. Скажи еще про иммиграцию. Вот сегодня наши соотечественники, часть уезжает из Крыма. Ты думала об этом вообще? Что это за что это за явление такое? Как ты к нему относишься? Не так хорошо. Мне кажется, нужно путешествовать, можно развиваться, может работа быть связана не дома, но жить нужно в Крыму. Я не думала о том, чтобы уезжать, хотя сейчас многие уезжают. Мы о таком не думали. Нужно, наоборот, быть дома, стремиться, иначе наши места займут другие.